Я помню, вот в 5 утра нас всей семьей мы стояли у дороги, не булыжником выложенная дорога от села. Вот утром мы все стояли. Я держалась за бабушкина, она инвалид, дедушка инвалид с палочками, еще у мамы на руках братишка. А потом, вот я помню, нас машины погрузили, и уже, наверное, на железную дорогу, чтобы вагоны погрузить. Я еще помню хорошо, как мы в вагонах, там доской было выложено, ну, второй этаж как бы в этом вагоне. Кто помоложе, они там сверху спали. А мы, дедушка, бабушка и вот дети спали внизу. Одно одеяло было на всех, укрывались. Утром вставали, ну, воды нету, ничего нету, вот это сколько? 20 дней с лишним мы ехали, вот в таком состоянии. Утром, я помню, проснемся на одеяле, там ну, вши, все, потому что не помыться. Кто вот постарше, посылали на работу, кто может, такой возраст, до, не знаю, там 30-40 лет, посылали лес рубить. И, ну, люди с Крыма, откуда знают вот это, как обходиться в такой работе? И каждый вечер, я помню, то с одной семьи один под деревом остался, погибали без конца. С каждой семьи это такое было. Это раз. Потом еще вот весна уже 45-го, да, мы же голодные, кушать нечего. И сестра, помню, старше меня, она ходила там на поле, когда картошка остается, зимой замерзает она, и вот то, что найдет, выкапывали. И все так делали. Потом принесут домой, помоют от земли и лепешки делали. И вот эти лепешки люди ели, и даже вот полностью семьей погибали, потому что с голода кто-то много поел, кто-то некачественное вот это все было, гнилое. Очень много, вот прямо утром встали, уже той семьи нету, этой семьи нету. Нам на семью, вот на 9 человек, 600 грамм хлеба давали. И старшая сестра, чтобы нам, вот как на рабочих давали 600 грамм, кто работает, она брала брата, которому 15, второго брата, которому 13, и вот они, им давали норму 6 километров почистить узкоколейную дорогу зимой. Это они оставляли брата, который 13 лет костер сделает, он там остается сидеть. А они вдвоем, значит, идут чистить эту узкоколейку. Норму вроде сделали, возвращаются. Хлеб по кусочку у всех был, мороженый хлеб, там 30-40 градусов холода. И они говорит, хлеб палочкой на костре согреем, покушали эти кусочки хлеба, и вот так до вечера. Вот тогда 600 грамм хлеба давали на всю семью, на 9 человек. Дедушка умер сразу, ему 75 было, он тоже с палочкой инвалид. Бабушка тоже с палочкой была, она вообще еще в вагоне, пока ехали, пострадала. А потом младший меня братишка, который был, ему 1,5-2 года, он от голода. Я еще сидела в углу, как-то выдержала, а братишка умер от того, что нечего было кушать. Он просил у мамы, дай мне хлеб с солью посыпать. Больше нечего было просить.